Соревнования по дуатлону и бегу Очамчира Ран-2019, прошедшие в Очамчире в выходной солнечный день, стали ярким событием не только для принявших в них участие, но и для жителей города. Сотни профессиональных спортсменов и любителей спорта со всей республики собрались здесь, чтобы принять участие в забеге и дуатлоне на различных дистанциях. На набережной Очамчиры были разбиты две площадки – для бега и для велозаезда. Всего на Очамчира Ран-2019 соревновались по 4 дисциплинам – бег на дистанции от 1 до 10 километров, велозаезд и дуатлон, который, кстати говоря, проводится в Абхазии впервые, и веселый старт для самых юных любителей спорта. Года 2 назад идея появилась организовать мероприятие спортивное в городе Очамчира, и в этом году мы решили приурочить к Дню Победы 9 мая и провести здесь это мероприятие. Сейчас у нас проходит 3 мероприятия. Это забеги для детей, для взрослых от 1 километра до 10 километров. Потом у нас будет дуатлон, это впервые в Абхазии подобная дисциплина. Дуатлон – это чередование бега, вело и еще раз бега. Впервые в Абхазии, есть много зарегистрировавшихся. Вот. И потом будет велозаезд. Первый старт начался в 11:00. На дистанцию 1 километр вышли дети. Здесь можно было увидеть даже ребятишек 3-летнего возраста, которые отважно, без родителей, решили покорить дистанцию. В забеге на 10 километров победу одержал легкоатлет, мастер спорта Абхазии Дмитрий Зинченко, который уже не первый раз принимает участие в таких соревнованиях. Как признается бегун, победа ему далась легко. Моя 4-я победа в этих забегах. Готовился, как обычно, каждый день проходят мои тренировки. Дистанция очень легкая, трасса ровная, конкурентов не было. Для жителей и гостей Очамчиры данное мероприятие стало не только ярким спортивным событием, но и настоящим праздником. Кто-то пришел участвовать в соревнованиях, а кто-то поддержать своих родственников и друзей. По завершению состязаний взрослым и маленьким победителям забегов и велозаездов были вручены медали и призы. Саид Жарсали, Александр Чернов, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение.